Her birigizge Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En birinciden biz indi muftiyetten bularak Albir Hazretinin isminden sizge zor selamlar. Mine nice yıllar so'nggi vaqtlarda birdam bularak shtab-tatar bizning muftiyatga kelalar, manda Metropolitarskiy jiyav 15 minut tushib bo'la. Biz kelamiz, shulay uchrashamiz. Sizga shunga ko'ra da Albir Hazrat isminden bek ko'p salomlar aytasim kela. Shunday o'zimizning yoshlarga, hatto ko'proq Ramazon sharif oyida jiyilib, birdam o'tirib, shulay Alloh rizoligi uchun urozalarimizni ochib, birga jiyilgan o'rinda ul da Allohning rahmati bilan ishlanilar. Qisqacha g'ana o'zim bilan tanishtirib ketasim kela. Ismim Ilnur Hazrat bo'lam. Qaybirlarigiz endi meni taniy, ko'rganlarigiz bor. O'tgan yillarda masjidda, iftorlarda, majlislarda birga uchrashganimiz bor. Mana bizning Ramazon sharif oyining oxirgi kunlari. O'ylab qarasang, bugun nechanchi kun bizning? 23-chi. Kecha 23-chi tun edi, bugun 23-chi kun. Ramazon sharif oyini uzatuv yo'lida biz. Alhamdulillah, shusha o'rinda, shusha yerda necha iftorlar o'tdi. Ko'pmi kishilar kelib, shunda shig'ishlar yasadılar, va'zlar silanildi. Birdamlik bilan uyushtirilgan ko'p iftor majlislari o'tdi. Ham o'zimizga so'rov bergan vaqtda bizga Ramazon oyida kelgan uroza qalbimizga, yuragimizga, jonimizga nindi ta'm bera oldi. Nindi his bilan biz shu Ramazon oyin qarshi olib urozalarimizni tutdik. Mana sizga so'rov. Size aldыңызмы bu yilgi Ramazon oyining o'tib borganын? Вот кто-то из вас заметил, насколько быстротечно пролетает этот месяц, особенно в этом году. Да. Очень быстро проходит и прилетает. Ведь Всевышний Аллах в Коране сказал «Айямам ма'дудат» — считанные дни, саналган көннәр. Хам Гаджаб шуша эйбер, знаете, вот из года в год наблюдаем такой факт, почему-то мы, мусульмане, начинаем просыпаться именно в конце месяца Рамадан. То есть активизируемся, и многие думают и говорят, вот если бы я хотел ифтар совместно, вместе, какое-то благое дело или еще что-то, и человек начинает только просыпаться, а месяц Рамадан закончился. Рамадан айы бітті. Ғалимдар білесіз бі нәрседи? Рамазан шариф айында кіші бір ниндидір айрым хис білән яшерге тұтына. В месяц Рамадан, говорят ученые, человек проживает каким-то особым статусом, особом режиме, и он как-то по-другому активизируется. И каждый человек это замечает. А почему так? Потому что ученые говорят, душа человеческая, вне зависимости от вообще вероисповедания, вне зависимости, верит он, не верит, держит он, не держит, поклоняется, не поклоняется, душа чувствует, для чего сотворил Всевышний Аллах, и этот месяц Рамадан, душа как бы проснулась, хочет кричать, говорить, вот нужно максимальное количество благодеяний делать, но есть ли связь между разумом и сердцем, как вера во Всевышнего Творца, который соединяет. Менә шушы айда Аллах ризалыгы өчен үзеңнең хисләреңне уяту, безнең
шушы акыл, жан, калып, йөрәк арасындагы булган шушы җыелышларыбызны уята ала микән, юк микән? Һәм шушыңа күрә бөтенесенә насыйп булмый. Кемдер тота ала, кемдер тота, кемнеңдер мөмкинчелеге бар, кемдер уйлый. Кемдер шулай яхшылык эшли, кемдер гөнаһ эшли. Ләкин менә сизгәнегез бармы, Рамазан шәриф ае керү белән, Рамазанның ахырына хәтлек кешеләр ничектер җайланалар. Ниндидер арадагы теге тавыш, талаш яракка китергә тотына. Кеше нәрсә өчен яратылганын аңларга тотына. Вот в этом и есть божественный смысл, когда человек чувствует не только теоретически разумом, своим умом, а душа подсказывает, говорит: проснись, проснись, дни, все, проходят дни. Что говорится в изречении? Это те дни, когда все врата рая открыты, все врата ада закрыты. И шайтаны окованы, закованы в кандалы. Один хазрат очень интересно говорит. А почему, говорит, грехи не прекращаются? То есть мы же знаем изречение пророка саллаллаху, то, что в месяц Рамадан шайтаны закованы. Они не могут функционировать максимально, как вне месяца Рамадан. Он говорит, это подобно тому, как человек, который пробрался через забор, выпрыгнул, залез в чужой двор и дразнит собаку, которая на цепи. То есть шайтаны, они есть, они остались, но они не могут научать так же, как и в другие месяцы. Но когда человек сам хочет и сам уже идет к ним, к шайтанам, и говорит: ну, сделай мне васвася. Менә шуша күрә җәмәгать, менә шуша Рамазан шәриф ае, ул шул айдыр ки, кайчан кешенең дәрәҗәсе фәрештәгә караганда да арта Аллаһ каршында. Слышали ли вы когда-нибудь такую фразу? То, что в месяц Рамадан степень, дараджа, уровень перед Всевышним Аллахом у человека может возвыситься даже больше, чем у ангелов. Кто-нибудь слышал? И вот вопрос, а как так возможно? То, что человек может быть выше ангелов. Как? Ну, как-то что-то не складывается, правильно? Как-то, потому что человек, он грешен. Гунахлы. Кешенің гунахасы бар. А вот здесь есть та самая параллель. Когда Всевышний Аллах сотворил ангелов и приказал, они сиюсекундно это делают, потому что у них нету нафса. Нафс — это эго. То есть человеческое эго, которое даже похлеще, чем шайтан. И у каждого это есть. Единственное оружие против человеческого эго — это что? Голод. Ачлык. Менә кайчан кеше урада тота, хәлең юк, син ширлисең, ашыйсың килә, эчәсең килә, талашасың киләме ул вакытта? Хәлең дә юк синең талашырга. Может, талашасың да килердер, но хәлең юк синең. Просто син физически талаша алмыйсың. Менә шушыңа күрә, шушы Рамазан шәриф айындагы яшерелгән мәгълүматлар шул хәтлек искиткеч. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Әгәр уммәтем белсә иде, Рамазанда ни хәтлек әҗр савап бирелә, алар ел давам булуны теләрләр иде. То есть, что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Не только один месяц, но если бы знали люди, человечество, умма, какое вознаграждение, вообще что ожидает людей,
которые ради довольства Всевышнего Аллаха вознамерились поститься, то пожелали бы, чтобы на протяжении года месяц Рамадан не заканчивался. А что такое ради Аллаха держать пост? Второй вопрос. Мне Аллах ради Аллаха урада меня. Вот прошу вот здесь сидящих. Кто из вас может показать, что он держит пост? Показать. Не сказать, а показать. Как можно определить, вот, кто держит здесь, а кто не держит? Мана джамаат. Единственное благое дело, в котором не причастна рия, показуха, это пост. Намаз видят люди, что ты в намазе. Хадж видят люди то, что ты в хаджи. Закат ты кому-то даешь, видят люди то, что ты отдал свой закат. Но пост, его невозможно показать. Вот как показать пост? И как сказать, ради чего человек держал? Чтобы похудеть? Чтобы излечиться? Или потому что Аллах Всевышний ему приказал? Или потому что родители заставляют, может быть, кого-то? Или кого-то муж заставляет? Или обстоятельства привели к тому, что он говорит, ладно, все равно мне не... Я все равно целый день на работе, я, ладно, уж подержу. То есть вы видите, Пророк что говорит? Иннамаль а'малю бинният. Дела оцениваются по намерениям. И вот в этом вопросе, как ты подошел к этому? Ради чего? Для чего? Ради кого? В Кудси хадисе говорится, то, что Всевышний Аллах обещает прощению грехов тех людей, которые ради довольства Всевышнего Аллаха, понимая то, что это месяц Рамадан, продержали эти считанные дни. Поэтому в посте в месяце Рамадан нету рия, нету показухи. У многих есть и материальные трудности, и трудности разного характера, но в целом, если посмотреть, сравнить жизнь вот сейчас, даже в данный момент, с теми местами, где даже элементарно люди, верующие мусульмане, на ифтар не могут найти кусочек хлеба. Поэтому, уважаемые братья, сестры, нужно с благодарностью ко Всевышнему принимать тот подарок, который даровал Всевышний Аллах. И в особенности хочется сказать, конечно же, только слова благодарности по отношению к Рустаму Фаизовичу, Гульнаре Ринатовне. На самом деле, все, кто вот здесь даже мы сидим, во-первых, нужно знать то, что вот именно нам было предопределено, когда еще мы находились в утробе матерей, тот ризок, который подадут сегодня на ифтар. Это было уже предопределено всем нам. Иногда человек, когда кушает даже, поперхнется и дальше не может кушать. Даже если его еда наложена перед ним. Поэтому вот эта организация всего и всех, которые на сегодняшний день сложились, и для того, чтобы сегодня был ифтар, и вот все, кто приняли участие, что сказал Пророк, саллаллаху, не уменьшая вознаграждение постящегося, запишется столько же тому, кто накормил постящегося. И вот сами считайте, сколько людей сегодня будут делать ифтар. Поэтому, альхамдулилля, суларагазы саллагас, буквально пару секунд, и мы скажем, иншаллах, азан.